Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на 4-й урок по казахскому языку. И тема сегодняшнего урока – көптік жалғау – множественное число. Множественное число в казахском языке образуется при помощи следующих аффиксов – лар-лер, дар-дер, тар-тер. Теперь давайте поподробнее остановимся на каждом из аффиксов и узнаем, по каким правилам они присоединяются. Аффиксы лар-лер присоединяются, если основа слова заканчивается на гласную букву и после букв «р», «у» и краткое. Для примера рассмотрим следующие слова. Бала – мальчик, прибавляем аффикс лар, получается мальчики. Почему мы прибавили аффикс лар? Потому что слово бала заканчивается на гласную а, следовательно нам нужно прибавить либо аффикс лар, либо аффикс лер. В данном случае мы прибавляем аффикс лар, потому что слово звучит твердо, согласно закону сингармонизма. Следующее слово алма – яблоко. Также прибавляем аффикс лар. Все вместе будет алма-лар – яблоки. Также прибавляем аффикс лар, потому что слово твердое, значит нам нужно прибавить твердый аффикс. В данном случае это аффикс лар. Следующие примеры. Бөлме – комната. Прибавляем аффикс лер. Бөлме лер – комнаты. Мы прибавили аффикс лер, потому что слово мягкое, оканчивается на мягкую гласную. И согласно закону сингармонизма нам нужно прибавить аффикс такой же мягкий, как и само слово. Следовательно, мы прибавляем аффикс лер. Получается слово бөлме лер. Следующий пример – энши – певец. Также прибавляем аффикс лер, потому что слово также мягкое. Певец во множественном числе будет певцы. Энши лер. Следующее слово үй – дом. Прибавляем аффикс лер. Үйлер. Мы прибавили аффикс лер, потому что слово мягкое. Следующие аффиксы дар-дер. Они прибавляются в том случае, если основа слова заканчивается на согласные буквы. И также буквы М, Л, Н, Н, Ж, З. Рассмотрим следующие примеры. Адам – человек. Звучит твердо, следовательно, нам нужно прибавить твердый аффикс. В данном случае это аффикс дар. Адам – дар. Люди. Следующий пример. Кыз – девочка. Также звучит твердо, значит нам нужно прибавить твердый аффикс. В данном случае это будет аффикс дар. Кыздар – девочки. Калам – ручка. Каламдар – ручки. Прибавляем аффикс дар, потому что слово твердое, согласно закону сингармонизма. Следующие примеры. Гюль – цветок. В данном случае прибавляем аффикс дер. Все вместе получается гюльдер – цветы. Прибавили аффикс дер, так как слово мягкое. Следующий пример. Үстель – стол. Прибавляем аффикс дер. Үстельдер – столы. Әйел – женщина. Женщина будет әйелдер. Прибавляем аффикс дер, так как слова мягкие. Следующие аффиксы тар, тер. Они прибавляются, если основа слова заканчивается на глухие согласные, а также буквы Б, В, Г и Д. Примеры. Достар, дос, друг, оканчивается на глухую согласную, следовательно мы прибавляем аффикс тар, так как слово твердое. Китап – книга. Прибавляем аффикс тар. Китаптар. Мы прибавили аффикс тар к слову китап, потому что хоть китап и звучит мягко, в данном случае слово китап является словом исключением по закону сингармонизма, который мы проходили в предыдущем уроке. В уроке номер 3. Следующий пример. Ушкыш. Летчик. Летчики будет ушкыштар. Слово ушкыш заканчивается на глухую согласную, следовательно мы прибавляем аффикс тар. В данном случае слово твердое, значит и аффикс должен быть твердым, поэтому мы и прибавили аффикс тар. Следующие примеры. Миктеп. Школа. Так как миктеп это мягкое слово, следовательно мы прибавляем мягкий аффикс. В данном случае аффикс тер. Все вместе будет миктеп тер. Школы. Бебек. Младенец. Также мягкое слово, значит мы прибавляем мягкий аффикс тер. Бебек тер. Младенцы. Есык – дверь. Звучит мягко, значит нужно прибавить мягкий аффикс. Есык тер. Также в этом правиле есть свои исключения. Окончание множественного числа не прибавляется в следующих случаях. Первое – в сочетаниях существительно с числительными. Пример. Екі агаш – 2 дерева. Следующий пример. Жирма дептер. 20 тетрадей. Второе исключение в сочетаниях со словами көп – много, мол, обильно, бернище, несколько, талай, много, сонша, столько, насколько, муншама, столько и другими такими же словами. Примеры. Көп кітап – много книг, талай адам – несколько человек. Третье. К существительным, обозначающим явление природы. Примеры. Ауа – воздух, кар – снег,
жауын, жанбыр – это дождь, и аяз, мороз. Четвертое, к существительным с обобщенным абстрактным значением, типа табигат – природа, жәрдем – помощь, сагыныш – тоска и другими такими же словами. Теперь поговорим о том, как не запутаться в этих аффиксах. Здесь нужно помнить правило закона сингармонизма. Твердое прибавляется к твердому, мягкое к мягкому, а также звонкое к звонкому, глухое к глухому. Следовательно, здесь не должно быть у вас проблем. Даже если вы не знаете правила, то здесь можно действовать логически. Подбирать аффиксы по звучанию, то есть слово должно звучать красиво. Допустим, бала. Если мы прибавим другие аффиксы, то оно не будет звучать. Например, баладар или балатар, то есть слово совершенно не звучит. Балалар звучит более красиво, то есть нужно помнить правила закона сингармонизма. И постепенно, перебирая в голове у себя аффиксы, вы научитесь их подбирать правильно. Поэтому данные правила не должны вызвать у вас сложности. И со временем вы всему научитесь и будете подбирать аффиксы правильно. А на этом данный урок завершен. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии и увидимся в следующем уроке.